Сегодня мы поговорим с вами о иммунитете. Иммунная система очень сложная, она включает в себя более 12 задач и около 20 различных видов клеток для этой работы. Но в этом видео я бы хотела максимально упрощенно объяснить вам эту работу. Что происходит во время заражения? Представим, что вы наткнулись на острый предмет и порезались. Первый барьер иммунной системы – это чисто физический барьер. Это наша кожа, а также слизистая, которая покрывает открытые поверхности. Как только она повреждена, ваш организм начинает проходить различные бактерии и возбудители. Оказавшись внутри, они активно делятся, увеличивая свою популяцию. Если же бактерия или вирус проникли через первый барьер, они встречают наш внутренний барьер – это фагоциты. Слово фагоцит переводится как поглощение, кушание клеток. То есть данные клетки, они поглощают врага, то есть если это вот бактерия, и расщепляют его внутри себя с помощью специальных ферментов. Существует несколько видов фагоцитов. К примеру, макрофаги. Это огромные, от этого макро, огромные клетки в 30 микронов, работающие на приграничных районах нашего тела. Каждый макрофаг такой большой, что может поглотить до 20 вторженцев. Если макрофаги работают слишком долго, они посылают сигналы к следующим бойцам, это нейтрофилам. Нейтрофилы тоже являются фагоцитами. Они воюют так сильно, что убивают попутно даже здоровые клетки. Они настолько опасны, что запрограммированы на самоуничтожение через 5 дней. Именно они формируют гной, который мы видим. Кроме фагоцитов, также присутствуют такие клетки, как естественные киллеры, natural killer cells. Они могут убивать не только вражеские клетки, но и собственные зараженные клетки. Они не поглощают клетки, как фагоциты, а поражают мембрану клетки, клетка лопается и умирает. Еще один игрок подключается в данный момент, и это дендритные клетки. Только не путайте их с нервной системой. Дендритная клетка поглощает захватчика, допустим, бактерию, расщепляет его на кусочки и выставляет их на свою поверхность. В течение дня дендритная клетка добирается до ближайшего лимфоузла, где находятся миллиарды других клеток следующего вида иммунитета, специфического, приобретенного, и запускает следующий процесс. То есть до этого момента работала неспецифическая, или другими словами, врожденная иммунная система. Неспецифична она, так как ей все равно, какая это бактерия или вирус, она не будет их различать, она просто будет реагировать, если будет замечать что-то странное или не похожее на себя. В большинстве случаев иммунная система на этой стадии уже может убить нападчика. Если же не получилось это сделать, включается специфическая или приобретенная иммунная система. Она основана на работе двух видов белых кровяных клеток – Б и Т лимфоцитах. И Б, и Т лимфоциты формируются из стволовых клеток костного мозга. Б лимфоциты развиваются там же, а Т лимфоциты мигрируют для этого в тимус. В нашем организме существует тысячи версий и Б, и Т лимфоцитов. На каждом из них есть свои специфические рецепторы, которые подходят к различным антигенам. Антигены – это специфические такие молекулы, к примеру, протеины на поверхности патогенов, бактерий. Механизм присоединения к антителам, к рецепторам, примерно как механизм ключ-замок, как у ферментов. Давайте рассмотрим, как работают Б-лимфоциты. В нашем организме существует более миллиона, у меня показаны 3, но у нас существует более миллиона различных видов лимфоцитов. Каждый имеет свой специфический рецептор, который подходит именно к определенному виду антигена на поверхности захватчика. Б-лимфоциты циркулируют в крови и лимфе в неактивном состоянии. Некоторые Б-лимфоциты проведут всю свою жизнь в неактивном состоянии. Но если лимфоцит все-таки зацепится со своим рецептором к антигену на бактерии, он активизируется. Именно вот этот вид, который активизируется, начинает активно делиться с помощью митоза и производить клетки под названием плазматические клетки. Плазматические клетки производят антитела, которые в дальнейшем атакуют бактерию. Плазматические клетки производят до 2000 молекул антител в секунду. Антитела окружают вражеские клетки, цепляясь к ним и делая их легкой добычей для других иммунных клеток.
Чаще всего это макрофаги поглощают вражеские клетки, которые окружены антителами. Антитела – это протеины, поэтому все они имеют свою уникальную структуру и создаются, чтобы атаковать различные виды антигенов. Антитела состоят из двух тяжелых и двух легких полипептидных цепей, связанных дисульфидной связью. Эти цепи имеют константный регион, то есть постоянный, не меняющийся регион, и вариабельные регионы, то есть меняющиеся участки. По типу тяжелой цепи различают 5 классов антител или иммуноглобулинов. Иммуноглобулин G, M, A, D и E. Также, когда наш лимфоцит активизирован, он производит B-клетки памяти. Они хранятся в нашем организме долгое время и обеспечивают нам иммунитет. Это называется гуморальный ответ от слова humor – жидкость, так как антитела циркулируют в жидкости тела, в плазме крови. Т-лимфоциты, в отличие от Б-лимфоцитов, не производят антитела. Пораженные вирусом клетки, вот они у меня показаны коричневым, или раковые клетки, приобретают определенные антигены на своей поверхности и отличаются от здоровых клеток. Один из видов, вот я показала вам несколько Т-лимфоцитов, он узнает такой антиген на пораженной клетке и прицепляется к нему. Данный активированный анти-Т-лимфоцит дальше делится с помощью митоза и производит 3 вида клеток. Т-клетки памяти остаются, чтобы запомнить эту инфекцию. Т-хелперы помогают другим частям иммунной системы активизироваться. И Т-киллеры, которые циркулируют по телу и убивают клетки, пораженные вирусами, или раковые клетки. Данный вид иммунитета называется клеточный иммунитет, клеточный иммунный ответ, так как ответ происходит на клеточном уровне. И Б, и Т-лимфоциты, они не работают в изоляции, они взаимодействуют и работают вместе. И, наконец, миллионы клеток уничтожены, враг побежден. Большинство иммунных клеток впоследствии самоуничтожается, чтобы не тратить ресурсы организма. Однако некоторые клетки остаются, клетки с иммунологической памятью, о которых мы с вами говорили, клетки памяти. В случае повторного поражения эти клетки, они обезвредят нападающих так быстро, что вы даже этого не заметите. Вот и весь процесс иммунного ответа. А теперь давайте разложим все по полочкам еще раз. Иммунная система, как вы уже поняли, это не совсем обычная система, ограниченная несколькими органами. Эта система подразделяется на 2 типа. Первый тип – это врожденная или неспецифическая иммунная система. Она включает в себя внешние барьеры, о которых мы говорили, кожу и мукусные мембраны, то есть слизь. Наша кожа отлично защищает нас от многочисленных возбудителей. А мукусные мембраны покрывают дыхательные пути, органы пищеварительной и репродуктивной системы, обеспечивая нам защиту от нежелательных гостей. Кроме того, в вашем желудке есть сильнейшая кислота, соляная кислота, которая убивает все бактерии, попадающие к нам в организм с едой. Кроме того, врожденная иммунная система также включает в себя деятельность фагоцитов, поедателей. Вторая линия защиты – это уже воспаление и химические сигналы. При заражении в организме активно выделяется гистамин, которые приводят к расширению сосудов. Именно поэтому к симптомам воспаления относятся покраснение и отек, что говорит об усиленном притоке крови, а вместе с ней иммунных клеток и белков к пораженным тканям. Однако некоторые возбудители требуют более сильного отпора, и здесь на помощь к нам приходит приобретенная или специфическая иммунная защита. Как говорилось ранее в примере, специфическая иммунная защита может запоминать своих обидчиков. Наш приобретенный иммунитет также делится на 2 типа – гуморальный иммунитет и клеточный иммунитет. Помните наши клеточные маленькие крошечные оружия антитела? Так вот, они являются частью гуморального иммунитета, то есть иммунитета, контролирующего жидкости организма – кровь, лимфа. Б-лимфоциты, которые производят антитела, имеют на своей поверхности около 10 тысяч антител, каждый из которых невероятно специфичен и подходит только к одному антигену – инородному веществу. Когда Б-лимфоцит сталкивается с антигеном, он активизируется и производит много таких копий с точно с таким же антителом на поверхности. Часть этих Б-лимфоцитов будет обладать иммунологической памятью, как мы говорили, остальная же часть будет производить антитела в течение 4-5 дней. Как работают антитела, мы уже знаем. Они окружают вражескую клетку и не дают ей наносить вред. А вот он, последний барьер, это клеточный иммунитет. Если все предыдущие барьеры не справились со своей задачей, в силу вступают Т-клетки, Т-лимфоциты. Давайте вернемся к гуморальному ответу.
именно к тому, где участвуют Б-клетки и антитела. Это может происходить естественно, когда вы подвергаетесь влиянию какой-нибудь бактерии или вируса, а может происходить искусственно, благодаря такому процессу, как вакцинация. То есть большинство вакцинаций, они состоят из мертвых патогенов или их отдельных частей. Как только происходит инъекция такой вакцинации, запускается ответная реакция. Благодаря этому механизму ваш организм будет подготовлен в случае повторного заражения патогеном. Антигены некоторых болезней, такой как свиной грипп, оспа, корь, они не сильно видоизменяются, поэтому вакцинации могут спасти жизнь человеку. Но есть и другие, такие как вирус гриппа, антигены которого постоянно модифицируются, и поэтому вакцинация от гриппа прошлого года навряд ли спасет от гриппа этого года. На этом все. Спасибо за просмотр.